Здравствуйте, вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Модернизация первичного звена. Якутия получила 10 новых автомобилей для нужд здравоохранения. Транспорт направят в районы. С опережением сроков первый рейс вертолета авиакомпании «Полярной авиалинии» из Алекминска в Якутск может быть отправлен раньше 1 марта. Предстоящим играм Манчары Краеведческий музей в Пертигостяхе организовал персональную выставку «Спорт горного улуса». Новые энергокомплексы с использованием возобновляемых источников энергии планируют ввести в Момском и Верхоянском районах до конца этого года. Ведется работа по модернизации дизельной генерации. Определены 6 пилотных проектов в селах Хану, Кулун-Альбют, Сасыр, Тебелях Момского района, а также в городе Верхоянске и в селе Табалах Верхоянского района. Отмечается, что после этих проектов планируют реализовать модернизацию 66 объектов в арктической зоне, в том числе в Среднеколымском районе. В селе Харьялах Оленёкского района в этом году должно быть введено в строй здание школы-сада в каменном варианте. Объект построят за счет средств местного бюджета. Этот и другие вопросы развития района обсудили глава Республики Айсан Николаев и глава Оленёкского Венкийского национального улуса Лена Иванова. Она подняла вопрос завоза строительных материалов до окончания срока зимника, который в ходе встречи решили. Новая школа-сад откроет свои двери для детей оленеводов и охотников кирбяйского наслега осенью этого года. Стороны также обсудили итоги социально-экономического развития муниципального района, результаты работы за 2020 год, а также приоритетные задачи на год текущий. Первый рейс вертолета авиакомпании «Полярной авиалинии» с Алекминского улуса в Якутск может быть отправлен раньше 1 марта. Все подробности у Елены Фаст. Положительно решен вопрос с авиасообщением алекминчан. На протяжении работ на взлетной полосе с 1 марта 2021 года жители смогут вылететь вертолетом до Магана. Мы нашли варианты решений по обеспечению воздушными перевозками. Это будут регулярные рейсы уже начиная с 1 марта на вертолете Ми-8 МТВ по маршруту Алекминск-Маган. Время в пути 2 часа 40 минут. Билеты будут субсидироваться. Это решение было озвучено на коллегии Министерства транспорта в городе Алекминске. Здесь же была озвучена еще одна просьба. С момента прекращения вылетов в Якутске находятся алекминчане, кому выехать машиной нельзя по ряду показаний. Опять же, и в Якутске им находиться негде. Это женщины с новорожденными, пациенты с больниц. Мой адрес выходили жители нашего района о том, что по объективным достаточно причинам они не могут выдержать такой сложный путь наземный, который занимает минимум 12 часов, а то и выше. Обращение было услышано и принято. В районе подготавливают списки, кому рейс в феврале остро необходим. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия, конечно, учтя эти все, принимая во внимание те объективные причины, они пошли навстречу. И, конечно, все эти моменты согласовали вместе с авиакомпанией «Полярной авиалинии». Но здесь с нашей стороны необходимо, чтобы обеспечить загрузку и провести заявочную, подготовить заявки. Таким образом, уже до 1 марта первый рейс будет осуществлен, что и было согласовано уже на коллегии с компанией «Полярные авиалинии». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. По модернизации программы первичного звена здравоохранения Якутия получила 10 новых автомобилей УАЗ-Патриот. В торжественной обстановке ключи вручили главным врачам центральных районных больниц. По решению главы региона Айсена Николаева, транспорт прежде всего распределят по северным и арктическим районам. Репортаж Ульяны Шагиной. Новые автомобили марки УАЗ «Патриот» не оснащены специальным оборудованием и в первую очередь рассчитаны для оказания первичной медико-санитарной помощи. Для этого новую технику адаптировали для работы в сложных условиях Крайнего Севера. Это машины для первичного звена. Они медицинским оборудованием не оснащены. Они предназначены для лекарственного обеспечения, для того, чтобы вызова на дом выполнять, внутрирайонные перевозки больных, сидячих, конечно.
для первичного звена, для ФАПов, участковых больниц, для врачебных амбулаторий. Ключи от новой техники получили главные врачи районных больниц Момского, Верхнеколымского, Ленёкского, Верхоянского, Булонского, Нижнеколымского, Аллаиховского, Усть-Майского и Вено-Бутантайского районов. Кроме того, Алекминская больница. Уже на днях новый автотранспорт разъедется по дальним районам. Да, у нас, конечно, условия очень суровые на севере жить. Да. Автомобили, конечно, очень быстро изнашиваются. На сегодняшний день у нас по больнице износ автотранспорта практически 100%, ну 80-100%, да, и вот выделение вот этого автомобиля для нас тоже очень большое подспорье. История нашей больницы – это первая машина такого класса. Очень хотелось бы, конечно, поблагодарить правительство, а также наше министерство за то, что выделили нам такой автотранспорт. Для жителей нашего района это, конечно, очень необходимо. Между тем, как отметила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина, до 2025 года по программе модернизации Якутия получит еще более 200 машин для нужд здравоохранения. Помимо этого, особое внимание будет уделено повышению квалификации работников-водителей медицинских организаций. Поэтому следующим этапом уже у нас будет и в обязательном порядке еще раз обучение и повышение квалификации работников, водителей, которые будут работать. И, соответственно, вот сегодня, особенно в новых условиях, ну и в северных условиях, сейчас при разговоре с главными врачами мы на это сделали особый акцент. Напомним, 2021 год объявлен главой региона Айсеном Николаевым годом здоровья. В рамках этого особое внимание в республике будет уделено переформатированию системы медицинской помощи, как профилактической, так и превентивной медицины, отметила министр здравоохранения Елена Борисова. Помимо новой техники, районы Крайнего Севера увезут и оборудование для телемедицинских консультаций. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В Вилюйском районе психологи Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи с наступлением пандемии перешли на телефонные консультации и интернет-платформы. В этот период количество людей, обращающихся с тревожными эмоциональными состояниями, вызванными самоизоляцией, в разы выросли. И именно тогда стали популярными онлайн-диагностики по профориентации школьников, по самооценке психического состояния, детско-родительских взаимоотношений. У нас непрерывно велись психологические практикумы, лекции для населения. Следует отметить и положительные стороны пандемии. Расширилась география наших клиентов. К занятиям имела возможность подключаться практически вся республика и даже регионы России. В селе Амга торжественно открыли общественный пункт охраны правопорядка. Объект построен в целях эффективного взаимодействия администрации с участковыми и координации работы по профилактике правонарушений. Также в здании будут работать члены ДНД, общественные объединения, села, территориальные общественные самоуправления. Силами участковых и общественных организаций с прошлого года провели там субботники на территории строящегося пункта. Мы вложили много труда в строительство этого объекта. Как мы уже ранее говорили, стоимость этого объекта из бюджета Амгинского наследия составляет 1 800 000. И отрадно, что качественно и в сроки выполнили работу наши подрядчики. Краеведческий музей в Эрдигастахе организовал персональную выставку под названием «Спорт горного улуса», посвященную предстоящим этим летом играм Манчары по национальным видам спорта. Выставка знакомит посетителей с достижениями знаменитых спортсменов-уроженцев горного района, медали, кубки, грамоты выдающихся борцов, братьев Германа и Александра Кантоевых, спортивные атрибуты участницы Лондонской олимпиады Кристины Устиновой-Тимофеевой. Особое место в выставочном павильоне занимает 200-килограммовый натуральный камень, поднятый Иваном Андреевым Катаана-Хуйбан. Также кубок, завоеванный борцом-хапсагаистом Василием Пахомовым на играх Манчары в далеком 1968 году. Этот камень весом 204 килограмма в 1973 году Иван Иванович Андреев поднял и прошел 10 метров. Этот рекорд еще никем не побит в данное время. Еще в нашем выставочном зале есть уникальный экспонат. Это кубок 1968 года. Принадлежит Василию Романовичу Пахомову. Это в 1968 году прошли первые игры Манчары. В то время оно называлось «Спартакиада трех поколений».
Компания «Алроса» уделяет все больше внимания и средств на развитие и сохранение национальной культуры в Мирнинском районе. К примеру, в этом году в культурно-спортивном комплексе начнут действовать два новых направления – этнофитнес и стрельба из традиционного лука. Все подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. Обучение стрельбе из олимпийского и блочного лука существует в культурно-спортивном комплексе уже на протяжении многих лет. В 2017 году в спартакиаде по национальным видам спорта в играх Манчары любители из Мирного, выходцы из КСК, выступили за район в традиционной стрельбе из лука. Так, в этом году национальную стрельбу официально введут в перечень занятий культурно-спортивного комплекса. С этого года будем заниматься еще по стрельбе из традиционного лука. Сейчас нам компания должна закупить луки. С марта, с апреля начнем. Еще одно перспективное, совершенно новое направление – этнофитнес. После публикации в социальных сетях пробного онлайн-урока этнофитнесом заинтересовались и жители других районов республики. Мы живем в Якутии, и мы хотим, чтобы больше людей они соприкасались с нашей культурой, например, национальной. Очень интересуются здесь у нас в Мирном. Очень многие ходят в студию «Якутский танец». Студия якутского танца «Кустук» существует в Мирном уже около 40 лет. Занимаются в нем как дошкольники, так и взрослое население. Студии и ансамбли якутского танца есть не только в Мирном, но и во всех культурных подразделениях района. У ансамбля множество призовых наград республиканского, а также всероссийского уровня. В 2014 году мы с семьей приехали сюда, в Якутию, и, конечно же, захотели познакомиться с новой культурой, с традициями. И вот мы с сестрой решили, что это лучше всего будет через танец. Помимо культурного развития, в Мирнинском районе активно развиваются традиционные виды спорта – хапсагай и масс-рестлинг. В прошлом году был проведен первый республиканский турнир по хапсагаю на призы «Алроса». К нам очень много приехало участников из различных вузов. Призы за абсолютное первенство там до 75, свыше 75, каждый составлял 400 тысяч рублей. И в этом году мы сейчас находимся как раз в стадии переговоров с Министерством спорта. Хотим провести аналогичное мероприятие в начале июня. Буквально на днях начнется первый отборочный этап 29-го молодежного вокального конкурса «Той-Хая». Первые два этапа пройдут в онлайн-формате, однако финал и гала-концерт зрители и болельщики смогут воочию увидеть в Доме культуры Той-Хая в поселке Орлах и в городе Мирном во Дворце культуры «Алмаз». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале и будьте всегда в курсе.